этого человека знают в Эстонии все. Так как мы никогда не станем великими числом и силой, постараемся же стать великими духом. Это его слова. Это его обращение к соотечественникам. Его считают отцом эстонской национальной идеологии. Якоб Хурт, первый в Эстонии пастор-эстонец. Якоб Хурт, человек, благодаря которому не было безвозвратно утрачено устное народное творчество эстонского народа. Это он помог своему народу сохранить традиции и память о прошлом. Недалеко от города Пыльва, где стоит этот памятник Якобу Хурту, есть деревня Химмасте. Здесь, на хуторе Лепа, родился Якоб Хурт. Почерневший от старости деревянный домишко, приоткрытое окно, и на секунду возникает ощущение, будто в домике кто-то есть. Хутор Лепа был бедным хутором, впрочем, как и все остальные в округе. Хозяин его, отец Якоба Хурта, был человеком умным, грамотным, набожным, и потому доверили ему, крестьянину, учить детей в волосной школе. Он и сына своего учил. А до школы от хутора Лепа минут 5 ходьбы. Стоит она на краю деревни, маленькая, уютная. Здесь и учился Якоб Хурт. А потом Якоб Хурт закончил и приходское училище, и уездное, и гимназию в Тарту. Гимназию он закончил с отличием и поступил в Тартуский университет на богословский факультет. See oli tema isa soov ja see oli tema heategija või toetaja soov, kes aitas tal, see oli Kreiskooli, Tartu Kreiskooli inspektor Öttel, kes aitas Hurdal siin üldse kooliharidust saada niimoodi, et Hurt ise oleks läinud õppima mingisuguseid filoloogilisi distsipliine, võib-olla eelkõige klassikalist филология. Якоб Хурт готовился стать пастором, но кроме богословия его интересовала и филология. Он помогал известному языковеду Федору Видеману исследовать диалекты Южной Эстонии. Он пропагандировал новую орфографию эстонского языка. Он переводил на эстонский законы Российской империи для прибалтийских губерний. Кстати, много позже под его редакцией вышло второе, дополненное издание знаменитого эстонско-немецкого словаря Видемана. А еще Хурт, бывая дома, записывал старинные эстонские песни, сказки, пословицы, поговорки и привлекал к сбору фольклора своих друзей и знакомых. Хурт закончил университет кандидатом богословия, но пастором не стал. Консистория в Риге не утвердила его кандидатуру на эту должность. Церковь была одна для лютеран, а очень много, большинство из священников это были немцы. И вначале получить одному эстонцу место священника было довольно тяжело. Хотя вот по лютеранской вере нужно, все молитвы должны быть на национальном языке, или вот на языке этого народа, где эта церковь находится. Но прибалтийские немцы знали эстонский язык, и поэтому не было проблемы. Якоб Хурт все же станет священником. Он станет первым эстонским пастором. Но произойдет это только через 7 лет. А пока он работает домашним учителем в местечке Хелленурме, недалеко от Отепе, в имении российского академика, исследователя Сибири и Дальнего Востока Александра фон Миддендорфа. На родине естествоиспытатель и путешественник ведет селекционную работу по коневодству и скотоводству. И молодому Хурту интересно наблюдать за жизнью в имении. Она так не похожа на жизнь в его родной деревушке Химмасте. В Хелленурме Хурт работает год, а потом уезжает на Сааремаа, и там полгода учит детей островитян языкам и географии, и после этого возвращается в Тарту. Он получает место учителя в той самой гимназии, которую закончил с отличием несколько лет назад. И вот здесь, в Тарту, начинается новый этап в его жизни. Учитель становится общественным деятелем, одним из руководителей эстонского национального движения. В то время была мечта национального движения создать эстонскую гимназию, чтобы была эстонская гимназия. Президентом главного комитета Александровской школы избрали Якоба Хурта, и он вместе с единомышленниками организовал сбор средств, необходимых для открытия школы.
Хурта избрали и президентом Общества эстонских литераторов. Он также работал в обществе Ванемуйны, стал членом оргкомитета первого всеэстонского певческого праздника и выступил на его открытии с блестящей программной речью. Он даже исполнял обязанности президента Тартусского общества эстонских земледельцев. А в 1872 году он, наконец, стал пастором церкви в Отепе. Он уже известный и уважаемый человек. К его мнению прислушиваются, ему доверяют. Он ведь не просто умный и добрый пастор, он свой. И здесь, в Отепе, он, наконец, начинает серьезную работу по сбору фольклора. Hurt kirjutas ajalehtedes üleskutseid, kus ta seletas, mis on rahvaluule tähtsus, miks me peame seda korjama. Ja Hurt nägi siis esmalt selles rahvaluules nagu Eesti rahva ajaraamatut või tuge nagu ajaloole. Люди откликнулись на призыв пастора Хурта. 114 добровольных помощников в 58 приходах стали записывать народные песни, сказки, загадки, предания, пословицы и присылать их Хурту. В результате за несколько лет было собрано 13 тысяч текстов. 8 лет служил пастор Хурт в Отепе, а потом уехал с семьей в Санкт-Петербург. Почему он покинул родину? Причина тому – конфликты с коллегами, немецкими и онемеченными пасторами. А еще раскол в национальном движении. Хурт представлял умеренное его крыло, и конфликт с бывшими соратниками Карлом Робертом Якобсоном и Крейцвальдом, радикалами, сторонниками решительных действий в борьбе за права эстонцев, был неизбежен. Петербург – это огромная эстонская община. И у этой общины, конечно, была своя религиозная жизнь. И в Петербурге были лютеранские приходы. И Хурт становится в Петербурге священником эстонского прихода Яны. Через 6 лет Хурт защитил в Хельсинки докторскую диссертацию по языкознанию. Была у него мечта стать профессором Тартусского университета на филологическом факультете. Но мечта эта не сбылась. Значит, не судьба. Главным делом его жизни станет не преподавание и даже не пасторство. 88 veebruari lõpp, märts ilmus niisugune, me folkloristide hulgas nimetame seda suurüleskutseks. Selle pealkiri kõlab niimoodi: paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütartele. Ja see oli siis üleskutse niisuguseks suurejooneliseks rahvaluule kogumiseks. Просьба первая была обращена к учителям записывать эстонские диалекты. Просьба вторая была обращена ко всем грамотным людям, умеющим писать, записывать народные песни, предания, пословицы. Обращение петербургского пастора Хурта прочитали на родине сотни соотечественников. See oli pikk. Seal oli ka täpsemalt seletatud, kuidas koguda ja mida koguda, ja esialgu ta soovitas, et inimene kirjutaks üles neid laule, jutte, mõistatusi, vanasõnu, mida tema teab. Et siis, kui ta on sellega hakkama saanud, et siis kirjutaks oma vanematelt või õdedelt, vendadelt ja siis külast ja kui võimalust on, siis läheks veel kaugemale ja siis juhend oli seletatud, kuidas seda materjali vormistada ja niimoodi. Ja nii hakkasid Hurdale siit Eesti maalt Peterburi minema kaastööd. Kes kirjutas 2 lehekülge, kes kirjutas 20, kes kirjutas 100, kuidas keegi jõudis. Хурт первым применил в фольклористике опыт работы с добровольными корреспондентами. На его призыв откликнулись учителя, крестьяне, ремесленники, студенты. И не только из Эстонии, но и из эстонских поселений в России. 1400 человек. Часть корреспондентов отправила письма только раз, но были и такие, что писали якобы Хурту в течение нескольких лет. Jaak Sõgel saarte kihelkonnast saatis pea 90 korda.
Хурт публиковал в эстонских газетах отчеты о том, как идет большой сбор фольклора, называл имена всех своих корреспондентов и благодарил их. За 19 лет Хурт опубликовал 155 таких отчетов о ходе акции. Этот способ общения с людьми дал поразительный результат. В Санкт-Петербург пришло более 3000 посылок, 162 рукописных тома, 115 тысяч страниц. Таков итог одной из самых больших национальных акций конца XIX века. Общими усилиями эстонцы собрали одну из крупнейших в мире коллекций фольклора. Наследие народа было сохранено. И все эти годы Хурт служил пастором в Яновской церкви, и прихожан было около 20 тысяч. Mitu jutlust peeti pühapäeviti, siis oli matused, ristimised, leeritamised, laulatused. See kirikuõpetaja amet, see oli niisugune leiva teenimine. Et peret toita ja niimoodi. Sest ega ta nende muude tööde ja tegemiste eest, mille tõttu me temast täna räägime, selle eest ju raha ei saanud. See oli kõik nii-öelda tasuta tehtud. Ainult niimoodi Eesti rahva hüvanguks. 21 год служил Хурт пастором в эстонской церкви святого Иоанна, так называли ее в Петербурге. А потом вышел на пенсию и смог, наконец, полностью посвятить себя любимому делу – сбору, научной обработке и публикации произведений эстонского устного народного творчества. Но времени на это у него оставалось уже не так много. В январе 1907 года Хурт умер. Ему было 67 лет. Из Петербурга гроб с телом Якоба Хурта привезли по железной дороге в Тапа, а оттуда в Тарту. На Тартусском вокзале его встречали сотни людей. И на право провести церемонию похорон претендовали немецкая корпорация, членом которой Якоб Хурт стал еще в студенческие годы, и эстонские общества, членом которых он стал в эпоху национального пробуждения. Надо признать, ситуация была не из приятных. С просьбой разрешить назревающий конфликт представители этих общественных организаций обратились к сыну Якоба Хурта, Максу. Макс выбрал эстонцев.